бы пригласить Новикову Ирину Дмитриевну, заведующую кафедрой естественно-научного образования Коми Республиканского института развития образования, регионального координатора онлайн-школы «Точка роста». Пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Галина Владимировна нам показала вот вектор направления, в котором мы должны работать, формируя наше единое образовательное пространство. Так. Вниз нажимай. Хорошо, спасибо. Тема моего доклада – это содержание и структура регионального комплексного плана мероприятий по организационно-методическому сопровождению субсидиарных сущностей. Судьба меня так вот вовлекла в эту деятельность, и мне как биологу стало довольно-таки очень и трудно, и, конечно же, интересно. Но, значит, вот в августе 2021 года нам, Центру непрерывного повышения педагогического мастерства КРИРО, было поручено разработать региональный комплексный план по сопровождению мероприятий для новых субсидиарных сущностей. На нашей встрече мы будем говорить не только о системе сопровождения новых таких очень сложных центров образования IT-КУП, но и будем говорить именно о комплексном взаимодействии данных центров и с другими центрами, которые у нас сейчас открылись. Это точки роста, это кванториумы. На территории Республики Коми, как мы видим, сформировалось очень много самых разнообразных центров цифрового образования, но вот для того, чтобы у нас речь пошла конкретно о формировании ландшафта, необходимо только одно, чтобы между этими центрами сформировались различные многочисленные связи. Из экологии нам известно о том, что экологическая система устойчива, если между ее компонентами, между компонентами живой и неживой природы образуются многочисленные связи. И таким образом система становится устойчивой и готова к саморазвитию. Если на нашей территории будет просто идти накопление вот этих вот новых субсидиарных центров каких-то, да, но между ними не будет взаимосвязи, то тогда каждый центр будет работать по своему какому-то мясническому принципу, то это, можно сказать, не приведет к достижению тех целей, которые ставит перед нами национальный проект образования. Какие происходят изменения? С 2019 года идет формирование новых центров, и федеральным координатором этих центров является Министерство просвещения. И долго, где-то получается 2 года, субсидиарными сущностями занималась Академия Министерства просвещения и образования. А с 2021 года эти центры они перешли под руководство федерального оператора Фонда новых форм развития образования. И обращайтесь ваше внимание о том, что вышли новые методические рекомендации в ноябре 2021 года, которые отменяют известные методические рекомендации 1 января того же года 2021 под номером Р5. То есть те методические рекомендации теперь уже утратили свою актуальность, и мы должны работать по новым методическим рекомендациям, ссылки на которые здесь указаны. Нужно сказать, что очень интересный такой логотип у этого нового фонда, и такая вот механическая бабочка, и суть девиза «Дальше предела». То есть получается, что предела нет, все возможно. И вот как раз этот очень такой вот важный слоган, он очень актуален для дополнительного образования детей. Ну, а региональным координатором уже Республики Коми является, конечно же, Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми и наш Институт развития образования. В соответствии с заказом был разработан региональный
комплексный план, о котором мы уже с вами сказали. И вот в соответствии с этим региональным планом Центром непрерывного повышения профессионального мастерства было разработано две программы для онлайн-школ. Это школа «Точка роста» и вторая программа, которая стала вот у нас сегодня, которая и началась реализовываться, это программа онлайн-школы IT-Куб. Нужно сказать, что вот когда мы заводили вот эту вот первую программу онлайн-школы «Точка роста», то подразумевали, что здесь в наших мероприятиях будут принимать не только педагоги, естественно, научной направленности, цифровой, технологической, гуманитарной направленности «Точка роста», но сразу подразумевалось, что здесь будут все педагоги, в том числе и педагоги IT-Куба и Кванториума. Но, к сожалению, не получилось. Ну, наверное, в силу еще из-за того, что, да, наши занятия носят такой вот комплексный характер, но, с другой стороны, мы все как-то привыкли думать вот в каком-то своем таком вот направлении. Ну, если я занимаюсь информационными технологиями, то мне, например, не надо смотреть семинар на тему там, разработка общеобразовательных программ. Но это вот как раз указывает на то, что нам не хватает такого вот тесного сотрудничества между собой, между общеобразовательными организациями и организациями дополнительного образования. Ну, как работает наша школа? Так, по такому же принципу будет работать и школа IT-Куб. То есть мы размещаем на сайте Центра непрерывного повышения педагогического мастерства сразу же у нас размещены все расписание, начиная вот с октября месяца, заканчивая маем. И вот сейчас у нас также на сайте размещена информация о том, какие темы будут в онлайн-школе IT-Куб. Ну, нам остается только уточнить по ходу наших занятий даты проведения. И вот, например, в IT-Куб, в онлайн-школе IT-Куб мы уже поедем в апреле в Усть-Кулом. И сегодня мы как раз решим, какую дату это будет, и разберем программу нашего следующего выездного семинара, который состоится в Усть-Куломском районе. Итак, значит, вы всегда можете найти информацию о тематике, о дате проведения методических семинаров наших онлайн-школ. Далее, на каждый месяц я всегда тоже сразу рассылаю по муниципалитетам информационное письмо о том, что вот у нас будет в этом месяце 2 таких-то занятия, пожалуйста, прошу направлять свои заявки. Что здесь нужно сказать, что порой понимают эту просьбу так, что нужно написать заявку для того, чтобы подключиться к семинару. Для того, чтобы смотреть семинар, можно только зарегистрироваться по той ссылке, которая указана. А речь идет о заявке трансляции педагогического опыта, потому что нам нужно скоординировать тематику выступлений и выстроить логику проведения методического семинара. Вот, к сожалению, я сейчас обращаюсь всем, кто потом нас будет смотреть, о том, чтобы вы смелее представляли свой опыт. Не страшно, что мол, иногда говорите: мол, я делаю то же, что и все делают. Но даже если вы так считаете, то другой, он все равно найдет какую-то новую изюминку в вашем выступлении. Не может такого быть, чтобы во всей республике, во всех школах как-то были одни и те же мероприятия. Всегда будет что-то новое. Поэтому не стесняйтесь и присылайте свои заявки, готовьтесь к выступлению. Как проходит наш методический семинар? Ну, обычно я рассказываю какие-нибудь теоретические вопросы, основные теоретические положения, потом у нас проходит представление педагогического опыта. Учителя присылают свои видеозаписи, мы их подключаем, и легко происходит трансляция опыта. Ну, нужно похвалить, еще раз воспользуюсь такой высокой трибуной, похвалю методиста управления образования города Инты Круглову Евелину Олеговну, которая является прекрасным муниципальным координатором, и под ее чутким таким вот руководством выступило уже где-то около 10 педагогов, и мы
тем педагогам, которые выступают, мы затем по завершению цикла выдаем сертификат, подтверждающий эту трансляцию. Так, ну вот так вот у нас проходят семинары, так вот проходят занятия в школах. Мы закончим где-то в числах 25-27 мая, и затем будем разрабатывать на следующий учебный год новый комплексный план, и я думаю, что уже более предметно будут указаны и темы, и частота проведения этих семинаров. Потому что сейчас все будет зависеть от вас, какие будут поступать предложения и рекомендации, уточнения направлений, содержания нашей работы. Комплексный план содержит очень много пунктов, где-то до 10, я их здесь сейчас обобщила. Но вот если именно вот по этим пунктам и отчитываются по этим направлениям, эти направления и заложены в основу составления плана работы новых центров образования. Что здесь еще нужно дополнить? Что эти направления, они должны определять цель работы любого центра образования. Вот я еще раз зачитаю. Вот, извините, пожалуйста, я не очень так владею этой вот терминологией в области цифрового образования, поэтому постараюсь зачитать с выражением. Вот, цель IT-куба какая? Вот, давайте скажите кто-нибудь из вас, какая цель центров цифрового образования IT-куб? Что стоит на первом месте? Ну, создать современные условия, в реалии которых дети будут напрямую владеть компетенциями IT-технологий. Ага, совершенно верно. Какими компетенциями? В какой области? Цифрового образования. Молодец, Константин Андреевич, совершенно верно. Да, то есть цель – создания среды, обеспечивающей продвижение среди детей компетенций в области цифровизации, а также развитие механизмов ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущих профессий и построения траектории собственного развития. Вот в прошлые года ведь никогда не ставилась такая цель перед дополнительным образованием, чтобы думать о профилизации детей, чтобы формировать у детей ранние предпрофессиональные компетенции. Сейчас вот об этом говорят. Обычно, ну что такое дополнительное образование? Это организация досуга детей, да? Это занятие свободного времени, это отвлечение от улицы. А вот сейчас в условиях интеграции дополнительного и общего образования вот цель совершенно становится другой. Какие же задачи мы определяем? Ну, конечно же, это какая первая задача? Определите какую-нибудь задачу. Пожалуйста. Да, для IT-куба. Научить детей, да, это реализация дополнительных общеобразовательных программ. Так? Это проведение мероприятий для детей и педагогов по тематике современных цифровых технологий и информатики, знакомство с технологиями искусственного интеллекта. То есть эти умные такие вот фразы красивые, они должны быть уже заложены в пояснительную записку программы дополнительного образования. Я продолжу зачитывать с выражением. Это просветительская деятельность по цифровой грамотности и цифровой безопасности. Это реализация сетевых образовательных программ совместно с организациями общего образования и организация сетевых программ с организациями профессионального образования. Это содействие образовательным организациям, совершенствование преподавания предметной области математика и информатика. Это сопровождение и поддержка обучающихся педагогов и педагогов центров «Точка роста» в части организации проектной деятельности обучающихся и методическом сопровождении педагогов по вопросам использования цифровых технологий и сервисов в образовательной деятельности. То есть, исходя вот из этих вот задач, мы уже наблюдаем с вами вот именно вот ту интеграцию, которая необходима при организации дополнительного образования. Рассмотрим примеры
рассмотрим примеры мероприятий, которые находятся внутри, примеры мероприятий, которые составляют данное направление. И здесь вот мы используем терминологию, которая предложена у федерального оператора проведения совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников. Кажется немножечко странно, но здесь подразделяется это направление, идут мероприятия для педагогов и идут мероприятия для обучающихся. Какие мероприятия для педагогов? Вот это те мероприятия, в которых принимают участие, на основе которых и разрабатываются наши методические семинары, и будут впредь организовываться встречи очные. Это тематические семинары, мастер-классы по использованию новых средств обучения и воспитания, обновление программ дополнительного образования. Это индивидуальные консультации в режиме онлайн. Эти индивидуальные консультации могут быть организованы как между педагогами, так между и педагогом, и наставником. Это методические мероприятия по вопросам организации образовательной деятельности, изучение методических подходов по формированию и оценке функциональной грамотности. Вот сегодня как раз Георгий Алексеевич будет нам говорить об этом, да? Я правильно помню? Спасибо. Так. И, конечно же, это организация различных интеллектуальных мероприятий для обучающихся и педагогов в том числе. Вот обратите, пожалуйста, внимание на что в это же направление входит такая форма, как проведение встреч с представителями экономики, с представителями реального сектора экономики. Это очень важно сейчас, чтобы дети увидели конкретно, из первых уст узнали, из первых рук о том, где же, в каких видах профессиональной деятельности используются вот те компетенции, которые у детей будут формироваться. Вот, и мы подошли, еще раз повторяем, это потому что получается, что это одно из самых таких вот ключевых направлений, это организация профориентационной деятельности обучающихся. И здесь очень актуальна эта организация мероприятий с представителями IT-компаний, разработчиками программного обеспечения, цифровых сервисов, специалистами предприятий, связанных с информационно-телекоммуникационной структурой. Ну, наверное, вы уже знаете, что это за предприятия, где они есть в нашем городе, да, может быть, даже уже и организовывали какие-либо встречи и экскурсии. Так, обратите, пожалуйста, внимание вот на центральную вставку о том, что здесь также можно и организовывать сетевую, для эффективной профориентационной деятельности, организовывать сетевое взаимодействие с точками роста информационной и технологической направленности и кванториумами. Так. Реализация образовательных сетевых программ. Да, здесь, конечно, возникают сложности, которые обусловлены пока еще формирующейся нормативно-правовой базой. Ну вот, в частности, вот в этих документах, которые здесь выделены, говорится о том, что сетевое образовательное пространство вовлекаются только те организации, которые имеют лицензию на проведение образовательной деятельности. Наши различные предприятия сектора реальной экономики, они, конечно же, такой лицензии не имеют. Но в этом направлении будет как раз это направление как раз и будет развиваться. Так, следующее направление – это вовлечение обучающихся в различные формы наставничества. И да, мы здесь будем говорить о таких вот формах наставничества, как ученик, наставник, педагог, ученик, наставник, специалист какого-то реального сектора экономики. И очень интересно, это вот ученик и наставник. Ученик, есть такой опыт, мы его будем тоже обобщать в ходе наших семинаров. И вспомните, Галина Владимировна говорила о том, что это может быть ученик и студент.
нам приходят студенты на педагогическую практику, проходят практику магистранты. И, конечно же, вот в таком вот ключе форма наставничества будет, думаю, тоже не потеряет свою эффективность и результативность. Так. Порой мы стесняемся говорить о своих достижениях, и наши сайты информационные образовательных организаций довольно такие скудны, они не обновляются. Ну вот иногда можно прочитать о том, что вот у нас на сайте образовательной организации в 2019 году открывается центр такой-то. Все, 19-й год прошел, сегодня уже 22-й, а на сайте ничего не изменилось. И поэтому нужно смелее демонстрировать себя, свой опыт на различных информационных средствах. Вот даже стесняться не нужно. Некоторые думают, ой, да что тут можно, какие фотографии разместить, да какую информацию можно дать. Вот когда я смотрела сайты других организаций за пределами Республики Коми, меня поразило следующее. Пишут, выложена фотография, дети занимаются какой-то лабораторной работой, и указано вот такого-то числа с использованием оборудования, точка роста естественно-научной направленности проведена лабораторная работа. Вот кажется, ну что, это такой вот эпизод, рутинный эпизод в работе учителя, например, биологии, но информация-то представлена и позиционируется, что дети не просто там рассматривали что-то и делали, а именно с использованием данного оборудования. И вот на это как раз, об этом как раз очень много говорят именно вот на федеральном уровне, в консультациях федеральных операторов можно услышать, что нужно шире позиционировать свою деятельность с использованием ресурсов такого-то и такого-то центра. Ну и работа вот по всем этим направлениям, она, конечно же, даст возможность наиболее эффективно транслировать свой опыт. Ну вот, например, у нас в сентябре на базе Вильградской школы номер 2 прошла очень интересная демонстрационная площадка. У нас были и методические семинары, и были очень интересные мастер-классы. И вот в том помещении, где мы находились, ну, буквально яблоку негде было бы упасть, и все хотели что-то сделать своими руками, используя вот это вот интересное новое оборудование. И заочно в трансляции принимали участие где-то 150 педагогов. И вот в апреле 2022 года Институтом развития образования планируется проведение хакатона, который, хотя здесь у нас указана точка роста, но мы приглашаем всех педагогов для того, чтобы принять участие в этом увлекательном мероприятии и освоить какую-то новую форму, взаимодействия между собой и учить детей тоже вовлекаться вот в такую вот интересную форму межшкольного взаимодействия. Итак, прежде чем завершать, я хочу вас спросить, интересно, а что же будет показателями функционирования центра IT-Куб? Вот по этим направлениям работаете, да? И какими цифрами мы будем отчитываться перед федеральными структурами, на что мы потратили деньги? Но у нас это показатель численности детей. Да. Оклад в первую очередь, во вторую очередь это участие в крупнейших мероприятиях всероссийских и республиканских, ну и муниципальных. То есть там тоже есть показатели охвата количества детей, обязательные направления, которые есть, присутствуют, то есть наличие педагогов, там очень большой спектр показателей. Хорошо. Ну вот нужно отметить, что сейчас будет учитываться охват детей, начиная с какого возраста? С 5 лет. С 5 лет, совершенно верно, Константин Андреевич, до 18 лет. Онлайн-семинар слушаю. И
вовлекаются дети дошкольного возраста и вовлекаются в том числе не только учащиеся общеобразовательных школ, да, но и нужно стремиться вовлечь учащихся колледжей и техникумов, потому что там пока еще нет этих точек роста. Вот это вот тоже один из таких уточнений, да, по каким категориям детей нужно будет отчитываться. Так. Да, совершенно верно. Тут вы сказали о том, что численность детей, опять же, в возрасте от 5 до 18 лет, которые принимают участие в проведенных мероприятиях. Так, это количество, вот новый такой вот показатель, это количество общеобразовательных организаций, с которыми Центр установил сетевое партнерство. Это тоже новое направление такое. И доля педагогических работников, которые прошли повышение квалификации именно на основе программ, которые внесены в Федеральный реестр программ дополнительного образования Министерства академии просвещения. И вот эти вот, когда вот вам уже хорошо известны вот эти и конечные показатели работы центра, когда мы построили с вами вот эту вот систему взаимосвязанных направлений, то вот нужно будет уже нам и пересматривать свое и планирование работы центра, и исходя вот из этих направлений вы подумаете и потом предложите какие-либо рекомендации и мероприятия для того, чтобы мы все дружно работали по решению вот этих вот задач, которые ставит перед нами сам проект национальный проект образования. Еще раз повторяем вот этот вот слайд о том, что все центры должны быть взаимосвязаны между собой. И обратите здесь, пожалуйста, еще внимание на то, что федеральный проект «Успех каждого ребенка», он подразумевает еще формирование центра ключевых компетенций Дом научной коллаборации. И вот этот вот центр, он как раз создан и функционирует при СГУ имени Петерима Сорокина, и с ним тоже нам нужно установить контакты, пока он как-то так не вошел в сферу нашего внимания, влияния и не задействован. И вот в перспективе нам нужно будет вовлечь этот центр тоже в систему образования и для того, чтобы наиболее успешно и эффективно достигать показателей, которые запланированы национальным проектом образования. В завершение обращаю ваше внимание на то, что вот хотя цифровые центры образования, они вошли в нашу систему образования дошкольного, начального, общего, среднего, профессионального совершенно недавно, да, но они очень качественно меняют вот те устоявшиеся связи, которые были между этими системами образования. Да? И сейчас вот эти вот новые центры, они очень быстро вошли в нашу жизнь, да? И они очень быстро, качественно изменили образовательную среду, очень быстро изменили инфраструктуру системы образования и подстегнули для дальнейшего вот развития именно и педагогическое сообщество, и также и родительское сообщество, потому что в соответствии и действующим, и обновленным в ВОЗ в систему образования вовлекаются и родители. Необходимо повышать их педагогическую компетентность, грамотность и рассказывать через специально организованные мероприятия, через систему информационную, так, о том, чем же мы занимаемся и как хотим помочь в том, чтобы дети добились успеха в новой жизни. Мы всегда открыты для сотрудничества, и всегда после того, как была сделана рассылка информационных писем, я всегда жду, какие же заявки от каких муниципалитетов поступят, поэтому я жду информационных писем, заявок и от вас. Пожалуйста, обращайтесь вот по этому адресу, и я очень рада буду с вами сотрудничать. Спасибо за внимание.